Единство нации, сплоченность народа, вера в свое Отечество – это наши общие и безусловное завоевание последних десятилетий. Они нам завещаны нашими предками. Они стали возможны также при сильном лидере, президенте России Владимире Владимировиче Путине. И это отнюдь не пропагандистский пафос, это реальность, которая признана мировым сообществом и, самое главное, обеспечена поддержкой россиян. Поэтому решение Владимира Владимировича баллотироваться на новый президентский срок по праву стало важнейшим событием завершающего года. В Туве отношение к нашему президенту особое. Здесь у него много преданных сторонников, здесь каждый высоко ценит его внимание к республике, знает, как напряженно он работает на благо страны и ее граждан. В абсолютном большинстве наши соотечественники очень точно подмечают главное. Президент страны принимает решения, которые закладывают мощную основу развития на годы вперед, но в то же время помогает конкретным людям сегодня и сейчас. Не сомневаюсь, что новые инициативы Владимира Владимировича по поддержке семьи, материнства и детства в Туве поддерживает особо. В стране объявлено десятилетие детства. Продлевается программа материнского капитала, устанавливаются ежемесячные выплаты в размере более 10 тысяч рублей при рождении первого ребенка до 1,5 лет, запускается специальный механизм ипотечного кредитования семей, у которых в 2018 году появится второй или третий ребенок. Продуманные и дальновидные шаги, по сути, ядро национальной идеи по сбережению народа, стратегическая задача сохранения и развития огромной страны. Новые социальные инициативы запускают не только демографический рост, они потребуют перезагрузки всей экономической политики, ее разворота на то, о чем мечтает любой человек. А это простые и понятные каждому вещи. Свой дом, хороший детский сад, надежная больница, классная школа, город, в котором хочется жить, страна, которой гордишься. Уважаемые коллеги, такая ясная и воспринимаемая всеми программа должна стать руководством к действию для всех регионов России и, конечно, в нашей родной Туве. Для нашей многодетной молодой республики инициативы президента – точное попадание в наши ожидания и проблематику. Именно насущные проблемы земляков, поддержка семей с детьми были определяющими и для нас. Когда мы приступали к реализации таких народных по своей сути проектов, как «Одно село, один продукт», «Кэштаг для молодой семьи», в каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием, корова-кормилица, социальный уголь, социальный картофель. Реальная отдача от этих проектов есть, их необходимость подтверждается ежегодно. Я не буду приводить много цифр, они часто звучали, но хочу отметить, что, например, проект «Одно село, один продукт» только на первом этапе дал нам около 2000 новых рабочих мест. Обеспечил возможность выйти на кластерный принцип организации агропромышленного комплекса. Создание мясного кластера дает первые результаты. Сегодня уже вкус тувинской баранины могут отведать жители северных и сибирских регионов, Подмосковья, Москвы. Потребителям отгружено уже более 300 тонн мяса. Только одно предприятие ежемесячно у нас производит по 25 тонн колбасных изделий и полуфабрикатов. Конечно, это здорово. В целом за 9 месяцев 2017 года переработка мяса по сравнению с 2016 годом в республике выросла на 25%. Именно в таком законченном цикле производства продукции наши животноводы видят перспективы своего труда. Благодаря проекту «Кэштаг для молодой семьи» создано у нас 208 крестьянско-фермерских хозяйств, которым мы передали 34 600 голов мелкого и 700 голов крупного рогатого скота. Получен уже приплод 14 109 голов МРС. Задача у молодых животноводов была сложная. Первая же зимовка выдалась довольно сложной, чрезвычайно из-за бескормицы. Помогали все – школьники, предприятия, организации, волонтеры. И такая сплоченность дала результат. Растет популярность проекта. Сегодня желающих стать его участниками намного превышает ежегодную квоту. В этом году сразу несколько сельских сходов обратились ко мне с просьбой снять возрастной ценз в
30 лет и допустить до участия в проекте семьи постарше до 45 и может даже 50 лет. Будем правительство прорабатывать этот вопрос, просчитывать наши возможности. Хочу поделиться с вами хорошей новостью. Наш проект «Кыштаг для молодой семьи» успешно участвует в конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов России. Она объявлена агентством стратегических инициатив. Из 500 поступивших на конкурс заявок эксперты ОСИ определили 89 практик, которые будут бороться за участие в финальном отборе. В номинации «Развитие сельского хозяйства и создание комфортных условий для развития бизнеса на селе» за выход в финал мы будем конкурировать с 9 регионами. Очень рассчитываю на то, что наш проект войдет в число 3 финалистов. Возвращаясь к проекту «Кыштаг», хочу отметить, что его реализация выявила в том числе и тонкие места. Заставила активизироваться профессиональный зоотехнический сектор. Растерявшая в условиях рыночной экономики свою былую значимость ветеринарная и племенная работа вновь стала очень востребованной. На примере «Кыштага» этим службам необходимо научиться работать с частными структурами, частниками, выстраивать эффективные механизмы обслуживания животноводческих хозяйств, сделать свои услуги доступными и качественными. Хотел бы поблагодарить за инициативность Барунхемский Кажун, где в этом году было организовано новое предприятие «Племсервис». Оно начало системную работу по искусственному осеменению овец в хозяйствах кыштаговцев, считая, что свой весомый вклад должны внести ученые сельскохозяйственной отрасли. Повышение продуктивности скота, планомерная племенная работа – это необходимые условия, которые должны обеспечить эффективность работы молодых крестьянско-фермерских хозяйств республики, повысить производительность труда. Это касается не только сельхозспециализаций, но и других ведомств, задействованных в проекте. Вот наш уважаемый ветеран Чемитож Байреш Ондар, упорством которого можно только восхищаться, постоянно озвучивает проблему электроснабжения чабанских стоянок. Мы когда-то запускали проект «Солнечная юрта», но в условиях того времени он не дал должного эффекта. Сегодня у нас есть проект «Кыштаг для молодой семьи», который является хорошей площадкой для разработки оптимального варианта автономного электроснабжения кочевого хозяйства. Есть заинтересованные собственники, есть новые научные разработки. Считаю, что проект «Солнечная юрта» должен получить еще один шанс доказать свою эффективность. Проектный подход позволяет включать в орбиту общих интересов и народные инициативы, и частный бизнес. В 2017 году нам удалось показать такие примеры, о которых я с удовольствием хочу до вас довести. Так, молодой ученый, например, инженер Григорий Мангуш, разработал свой проект «Поверь в солнце», защитил его на молодежном форуме «Команда Тувы-2030», спроектировал гибридную электростанцию, солнечную панель, дизель-генератор и при поддержке местной администрации уже начал устанавливать его на стоянках молодых кыштаговцев в Кахемском Кажуне. Он намерен и дальше развивать свой социальный бизнес. Еще один молодой предприниматель из Кызыльского Кажуна, Сылдыс Ондар, также увидел перспективу развития своего бизнеса в проекте. На своей буровой установке, которую он приобрел при поддержке наших грантов, забивает по льготной цене скважины на Кыштагах, тем самым решая многовековую проблему обеспечения водой животноводческих хозяйств. Его услуги оказались очень востребованными и оплачиваются из средств государственной поддержки в рамках Кыштага для молодой семьи. Это хороший пример государственно-частного партнерства для решения насущных, приземленных проблем сельских тружеников. Одной из таких проблем является проблема обучения детей чабанов. Ее мы решаем уже на государственном уровне. При поддержке федерального правительства в этом году завершим строительство школы-интерната в селе Иетал Улукемского Кажуна. На средства, выделенные из резервного фонда правительства России, мы не просто построим новую школу взамен аварийной, но и создадим комфортные условия для проживания ребятишек именно с чабанских стоянок. При этом Министерство образования обязано обеспечить достойное качество обучения и создать условия для профессиональной ориентации наших учеников, почему бы и нет, и на чабанский труд.
Другие наши проекты, такие как социальный картофель, социальный уголь, корова-кормилица, доказавшие свою значимость, имеют общую особенность – конкретную осязаемую материальную помощь многодетным семьям. При этом помощь не пассивную, а требующую трудового участия членов семьи. Уважаемые коллеги, в 2018 году мы расширяем число участников проекта «Социальный уголь». Если раньше по 2 тонны бесплатного угля получали только сельские многодетные семьи, то в следующем году эту помощь могут получать и городские многодетные семьи. Понятно, что это должно носить адресный характер. Будет проведен публичный отбор, отвечающий принципам адресности социальной помощи. Мы много говорили и говорим о том, что помощь должны получать те, кто в ней действительно нуждается. Практика показала, что сделать это можно только путем внедрения современных информационных систем. Создание единого электронного реестра получателей социальной поддержки на сегодня, видимо, задача важная для всех социальных служб. Доступ к этому электронному ресурсу мог бы стать хорошим подспорьем для волонтеров, а также для инициативных предприимчивых людей и организаций, готовых пойти на риск и заняться благородным, но, возможно, малоприбыльным социальным бизнесом. Оказывать помощь землякам в трудной жизненной ситуации, обеспечивать занятость инвалидов, организовывать полезный досуг и развитие детей, открывать реабилитационные центры. Поручая своему заместителю Шалбану Хавлыговичу Хопыя провести соответствующую координационную работу, создать единый электронный реестр получателей социальной помощи и поддержки в течение первого полугодия 2018 года, а также предложить механизмы заинтересованности неравнодушных людей в организации волонтерства и социально ориентированного бизнеса. Говоря об итогах этого года, важно подчеркнуть, что общими усилиями нам удалось сохранить и социальную, и политическую стабильность. По отдельным параметрам экономического развития мы добились заметной положительной динамики. Наши животноводы уже 10 лет подряд обеспечивают рост поголовья овец и коз. И сегодня мы уверенно приближаемся к рубежу 1,5 миллиона голов. Хорошими темпами растет у нас поголовье лошадей. В следующем году мы реализуем проект ТВААТ. В его рамках уже начат породный переучет. Идут генетические исследования, на основе которых будут выработаны рекомендации по сохранению и усилению племенного ядра тувинской породы лошадей. Мы продолжаем поддерживать и развивать оленеводство. По многочисленным обращениям оленеводов в следующем году Минсельхоз Республики запускает адаптированную версию проекта «Кыштак для молодой семьи» для оленеводческих хозяйств. Он будет называться «Утварь для оленеводческой семьи». Предполагается, что каждый участник проекта, а это порядка более 17 семей, смогут получить современное утепленное жилище, спутниковый телефон, альтернативный источник энергии, ружье, то, что необходимо им для хозяйственной деятельности. Проект носит комплексный характер, поэтому в него включены вопросы обучения детей на льготной основе, оздоровительный отдых, медицинское обслуживание оленеводов. Мы рассчитываем, что проектная поддержка будет подкреплена обязательством участников увеличить поголовье оленей не менее чем на 7% по итогам года. Еще одно перспективное направление – развитие мораловодства. На сегодня нам удалось добиться стабилизации поголовья моралов и увеличения продуктивности стада. Сейчас в нашем мораловодческом хозяйстве более 700 голов моралов. Они адаптировались, окрепли. За 3 года объем полученной продукции уже возрос почти в 3 раза. А это один из немногих примеров, когда хозяйство, созданное с нуля, уже на старте стало точкой роста для развития туристической отрасли. За 10 месяцев этого года предоставлено уже туристических услуг более чем на миллионы рублей. Хозяйству и туристическому комплексу построена новая дорога. Одним словом, нами созданы условия для привлечения инвестиций, масштабирования проекта до уровня крупного оздоровительного комплекса. Крепнущему мораловодческому хозяйству есть к чему стремиться и куда развиваться. Министерству экономики необходимо предусмотреть и разработать различные варианты государственно-частного партнерства с адаптацией к конкретным проектам. Например, условия для инвестиций в тот же мораловодческий комплекс более благоприятны, чем, скажем,
условия для партнерства с труднодоступными садоводческими хозяйствами. Хотя, правда, и здесь сложилось у нас реальное партнерство с крупнейшей косметической фирмой «Натура Сибирика». Нам ни в коем случае нельзя оставлять один на один с проблемами энергодефицита, неразвитости транспортной логистики, маркетинга, зашедших в республике инвесторов и местных товаропроизводителей. Мы намерены и дальше поддерживать и развивать все направления традиционного животноводства, чтобы использовать уникальные преимущества местных пород для завоевания своего устойчивого сектора на внешнем рынке. Основа для этого есть племенной скот, продукция тувинских пород, овец, коз, яков и оленей пользуется большим спросом у наших соседей, да так и должно быть. Наша экологически чистая продукция, она займет это нишу, это непременно. Уважаемые коллеги, в последние годы экономическое развитие нашей республики характеризуется ростом промышленного производства. В драйверы развития Тувы активно выходит горнодобывающая промышленность. По предварительным оценкам, объем промышленного производства по итогам 2017 года у нас увеличится на 22,4%. Рост в основном обусловлен наращиванием добычи полезных ископаемых. Основную лепту внесли прежде всего тувинские угольщики. Так, например, компания «Межигей Уголь» вышла на рубеж 800 тысяч тонн, в 10 раз больше, чем 3 года назад. Достойный результат, учитывая, что высокотехнологичная шахта продолжает строиться, развиваться. Сегодня руководство компании заявляет о планах на 2018 год по добыче угля в объеме 1 миллион тонн. По секрету вам скажу, что в декабре они намерены сделать российский рекорд по прохождению проходки под землей. Будем ждать результатов. У меня почему-то есть уверенность, что они справятся. В целом за 9 месяцев этого года черного золота добыто у нас почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 83% всего российского угля у нас добывается, как известно, в Сибирском федеральном округе. Мы рады, что вклад Тувы в этот сегмент возрастает хорошими темпами. Это при всем том, что у нас железной дороги нет. Вовлеченность в крупные межрегиональные и международные проекты – это единственная возможность избавиться от пресловутого фактора изолированности, который мешает нам экономическому развитию нашей республики, ограничивает наши возможности по созданию достойной инфраструктуры жизни, избавлению от безработицы и бедности. Дорогие земляки, мы все поддерживаем инициативу Владимира Владимировича Путина о восточном векторе развития страны. Для сибирских регионов это возможность реализовывать свой богатейший потенциал. Амбициозный проект Китайской Народной Республики «Один пояс, один путь» создает реальную платформу для качественного и всестороннего развития евразийского партнерства. Речь идет прежде всего о строительстве транспортной инфраструктуры, дорог, объединяющих Россию, Монголию и Китай. А дороги, мы с вами знаем, основа основ экономического роста. Соответствующие инициативы были озвучены в 2016 году в Ташкенте, где наши лидеры подписали меморандум, и в соглашение вошли более 30 проектов, в том числе варианты строительства железнодорожных линий, так называемые центральные, северные и западные коридоры. Сегодня уже известно, что в первоочередном порядке будет продолжена модернизация центрального железнодорожного коридора через Кяхту-Улан-Батор на Пекин. Для нас более важными и перспективными является северный коридор. На полях Восточно-экономического форума мне удалось договориться с президентом Монголии, господином Батулга, о продвижении именно этого транспортного проекта. Северный коридор дает возможность ускоренного развития западных и северных территорий Монголии, а Туве обеспечивает выгодный железнодорожный транзит и возможность развивать свою промышленность. В целом, реализация евразийских проектов дает нашей республике уникальный шанс преодолеть транспортную неразвитость и, напротив, стать окном России на самом коротком маршруте в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. С господином Батулга мы также обсудили практическую реализацию запуска автомобильного маршрута Кызыл-Хандагайте-Баршо-Урумчи. По нашей инициативе с российской стороны проведен комплекс крупных мероприятий, в частности,
изменено направление федеральной автодороги на международный пункт пропуска Хандагать-Боршо. С монгольской стороны сейчас необходимо модернизировать на своей территории небольшой участок автомобильной дороги. В их планах такая масштабная модернизация пункта пропуска Боршо и международный автомобильный проект имеет все шансы на свою реализацию в 2018 году. Не могу не сказать несколько слов о развитии авиасообщений с центром в обновленном аэропортовом комплексе Кызыла. Руководство Монголии уже подтвердило организацию международных рейсов Кызыл-Уламбатор. Нами достигнута договоренность с крупными авиакомпаниями по организации прямого рейса в Москву, чартерных рейсов в Пекин и во все крупные сибирские столицы. В 2018 году Министерство дорожно-транспортного комплекса республики должно добиться создания международного сектора в столичном аэропорту. Только тогда в целом реконструкция аэропортового комплекса будет логически завершена. Для руководства Республиканского транспортного ведомства и Минэкономики 2018 год станет экзаменом на профессионализм, зрелость и эффективность работы. Оценка этой деятельности будет напрямую зависеть от выполнения поставленной задачи. Эта работа находится в зоне ответственности заместителя председателя правительства Александра Владимировича Брокерта. Уважаемые земляки, уверен, что наши транспортные проекты, которые мы упорно продвигали в течение 10 лет, прошли уже точку невозврата и вышли на стадию практической реализации. Вся дальнейшая работа по развитию транспортной инфраструктуры будет вестись в рамках уже проектного управления. Разработан межрегиональный проект «Енисейский меридиан», который включает в себя и расширение сети авиасообщений, и формирование автомобильного трансграничного коридора, и создание как минимум 2 торгово-логистических центров в Туве, 2 сибирских торговых домов, в Монголии, в Китае, а также продвижение уже упомянутого северного железнодорожного коридора. Я очень горжусь тем, что сложились у нас очень близкие, как это положено, соседям отношения между Хакасией и Красноярским краем. И буквально на днях у нас состоится уже первый проект, связанный по поводу ввода аэропортового комплекса в городе Красноярске, который должен явиться и для нас в определенной степени аэропортом-хабом для достижения любых точек мира. Добавлю, что в этом же инфраструктурном ряду стоит проект создания энергетического коридора от Саяно-Шушенской ГЭС через Туву, сопредельное государство, о котором уже заявила федеральная сетевая компания. Для нас это вопрос не только безопасности электроснабжения, но и экономической выгоды. ФСК, к примеру, готова прибыль от перетока оставлять в Туве. А это означает появление у нас возможности снижать энерготарифы для населения и бизнеса. Вы прекрасно знаете, сколько мы бьемся над тем, чтобы Русгидро предоставляла Туве такие же льготы, как в соседней Хакасии. Ведь водохранилище, питающее ГЭС, расположено и на нашей территории. Если появится транзитная энергетическая инфраструктура, то это уже основа для реальных переговоров и компромиссов. Уважаемые коллеги, наши совместные усилия по преодолению транспортной изоляции и энергетического дефицита, поддержанные, кстати говоря, Владимиром Владимировичем Путиным, стали приносить осязаемые плоды. Интерес нашей республики в формате евразийского сотрудничества вырос в разы. Только в этом году Тува приняла более 9 очень важных зарубежных делегаций. Нас посетил полномочный чрезвычайный посол Китая в России, официальная делегация первого заместителя посла посольства Индии, МИДа Монголии. Состоялись официальный визит правительства Китайской Народной Республики и уже упомянутые мною официальные переговоры с президентом Монголии. Нам необходимо воспользоваться возросшим интересом к нашему региону для обеспечения собственного экономического роста и решения острых социальных проблем. Организация только автомобильного международного коридора и международных авиарейсов должно дать нам создание более 1500 рабочих мест и увеличение поступлений в бюджет республики до 2 миллиардов рублей. С перспективами реализации железнодорожного проекта занятость населения, мы уже с вами знаем, должна увеличиться в 2 раза. Вместе с тем, говоря о масштабных проектах, мы не должны забывать и о развитии внутренней дорожной инфраструктуры, которая может дать большие возможности для мобильности и деловой активности жителей республики.
И нам необходимо как можно скорее приступить к таким внутриреспубликанским дорожным проектам. Так, если мы будем иметь дорогу хорошего качества по направлению из Агдаурака в Абазу, выиграет, конечно, вся наша Тува, в особенности западная ее часть. Сегодня, к сожалению, этот участок автомобильной дороги является аварийным. Здесь запрещены пассажирские перевозки, невозможно автобусное сообщение. Много мостов в аварийном состоянии, 4 из которых требуют срочного ремонта. Вчера я имел возможность об этом же поговорить с главой Хакасии Виктором Михайловичем Зиминым. Мы выразили общий интерес по поводу ремонта этой дороги. Мы с вами знаем, что большой интерес к этой дороге проявляют хакасские предприниматели, которые занимаются перевозкой нефтепродуктов. Мы должны использовать этот конъюнктурный момент, создать проект по капитальному обновлению дороги с учетом интересов и наших предпринимателей. Миндортранс Республики должен в 2018 году провести работу по проектному оформлению, определению инвестиционной составляющей и выйти на реальное строительство в 2018 году. Переадресация федеральной трассы М-54 по маршруту Кызыл-Чадан-Хандагайты создает у нас опорную базу для западных направлений и высвобождает в определенной степени серьезный объем средств. Но это ненадолго. В связи с этим более реалистичным становится выход в сторону села Кошагач, Республика Алтай, через Мугунтагинский Кажун. Есть изыскания. Дорожники сейчас занимаются вопросами проектирования, считают стоимость дороги. Там довольно сложные ландшафтные поверхности, труднодоступность осложняет ведение строительных работ, но для нас это очень выгодное и интересное направление. По крайней мере, мы считаем, для жителей Мугунтаги, Авюра, вообще для западной Тувы, это выход большой магистрали на международный пункт Ташанта, на Чуйский тракт, но самое главное, это выход к нашим соседям, Республика Алтай, Новосибирская область, Алтайский край. Путь по этому направлению у нас сокращается более чем на 300 километров, и это, конечно, очень выгодно для жителей республики. Кроме того, дорожная инфраструктура в этих местах открывает возможность электрификации Мугунтагинского района. Мы этим очень пристально занимаемся. Учитывая все эти преимущества, дорога на Абазу и проработка направлений дороги через Мугунтайгу в Республику Алтай в числе приоритетов 2018 года. Миндортрансом также просчитывается возможность строительства автомобильной дороги по направлению Хульчук-Чедыхольского Кажуна, Чаасур-Авюрского Кажуна через хребет Восточный Тануола. При ее строительстве доступность до центральных районов республики у нас сокращается почти вдвое. Конечно, это очень выгодный для жителей, но тяжелый для дорожников маршрут. Проект потребует значительных средств. Будем смотреть по источникам, срокам, определяться по целесообразности. Но мы гордимся тем, что наши земляки живут по всей территории нашей родной Тувы, а значит, для них нужно создавать равные условия. Уважаемые земляки, говоря о перспективах экономических проектов, мы никогда не должны отрываться от земли. Должны видеть, реально оценивать и признавать насущные проблемы наших земляков. Один из интегральных показателей благополучия общества, который сегодня вызывает самую большую озабоченность, это доходы населения. К сожалению, мы фиксируем снижение реальных и среднедушевых доходов жителей республики. Причина здесь кроется прежде всего в наших особенностях. При росте номинальной заработной платы в республике на 2,7%, реальный доход за те же 9 месяцев этого года снизились у нас на 4%. Сказывается в том числе социальная нагрузка на трудоспособное население. У нас за счет высокого уровня рождаемости и снижения смертности ежегодный естественный прирост населения более 3000 человек. Мы этим гордимся. Но учитывая такие высокие демографические темпы, нам необходимо увеличивать экономическую активность, усилия по повышению заработной платы. При этом в самом уязвимом положении оказались прежде всего многодетные семьи. Поэтому именно на эту категорию населения направлены наши основные социальные проекты. Считаю, что необходимо принять дополнительные меры, в частности, не допускать чрезмерного роста цен на товары первой необходимости. Очень важно Министерство экономики Республики совместно со службой по тарифам с привлечением представителей Народного фронта контрольным закупкам для определения торговой надбавки на товары, входящие в потребительскую корзину.
Ежемесячный мониторинг цен должен находиться под контролем общественности. Необходимо организовывать открытый публичный ценовой рейтинг торговых организаций на территории республики и сделать это на самых популярных интернет-ресурсах. Здесь должны использоваться современные технологии, что называется голосовым народным голосованием. Например, в таких мобильных приложениях, как «Мой Кызыл», должны быть не только карты услуг, но и возможность провести народный рейтинг в один клик по ценам и качествам услуг. Такие же народные рейтинги должны быть организованы в отношении услуг медицинских, образовательных учреждений, услуг пассажирских перевозчиков, поставщиков жилищно-коммунальных услуг, качество работы управляющих компаний на основе современных электронных решений и систем. Сегодня роль рабочих групп Народного фронта, Общественной палаты многократно возрастает. Например, в организации контроля за сбором и утилизацией твердых бытовых отходов. Год экологии, который подходит к завершению, четко обозначил остроту этой проблемы. В соответствии с реформой жилищно-коммунального хозяйства мы уже в следующем году должны быть готовы к инвестиционному сотрудничеству и определению регионального оператора по организации работы с твердыми бытовыми отходами. Это сложный комплексный процесс, требующий продуманности и выверенности каждого шага. В частности, по определению экономически обоснованного тарифа сбора и вывоза мусора. Поручая Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики совместно с Минприроды и местными администрациями выработать четкий алгоритм действий по организации этого процесса. Прошу региональное отделение Народного фронта дать экспертное заключение на схемы размещения твердых бытовых отходов республики. Еще одна проблема, с решением которую мы не можем тянуть. Это загрязнение атмосферы столицы в зимний период. Надоевшая всем кызыльская сажа – это не просто временное неудобство, а прямая угроза здоровью кызылчан. В структуре заболеваемости у нас на первом месте болезни органов дыхания – 26%. А среди онкологических заболеваний – рак легких. За последние 5 лет рост составил почти 50%. С 2012 года по 2016 год показатель заболеваемости органов дыхания у нас возрос на 10% и составил почти 300 случаев на 1 тысячу населения. Поручаем Министерству экономики, Министерству финансов изыскать возможность и найти источник для софинансирования из бюджета инвестиционного проекта, предлагающего лучшие технологические решения по снижению уровня сажи в атмосфере города Кызыла. Необходимо объявить открытый и публичный конкурс с участием не только представителей республики, но и других регионов России. Это первое. Второе. Мэрии города Кызыла необходимо в кратчайший срок выработать механизмы стимулирования владельцев частных домов на приобретение угольных брикетов или установку специального печного оборудования по снижению выбросов. Все эти меры, конечно, не отменяют самого главного – нашей генеральной установки. В Кызыле должны строиться дома в строгом соответствии с правилами жилищной застройки, с подключением к центральному отоплению и соответствующим архитектурным обликом. Не менее острой городской проблемой является организация пассажирских перевозок, особенно в столице. Как глава республики я получаю от жителей достаточно много сигналов об отсутствии порядка и качества в этой сфере. Надо честно признать, что ситуация с пассажирскими перевозками известна властям давно. В предыдущие годы мы сделали акцент на создание благоустроенной дорожно-уличной сети. Только в модернизацию столичных дорог вложено нами 633 миллиона рублей, как это изменило их состояние, у всех на виду. Из самых свежих примеров хочу привести масштабную реконструкцию Ангарского бульвара. Теперь необходимо дополнить дорожную инфраструктуру транспортной составляющей, навести порядок в пассажирских потоках. Можно только приветствовать решение депутатского корпуса столицы и мэрии города, пусть запоздалое, но верное решение – объявить 2018 год в Кызыле годом пассажирских перевозок. Давно настала пора принять в этом секторе конкретные действия. В этом году мэрия столицы при поддержке правительства республики приобрела на лизинговых условиях 20 пассажирских автобусов ПАС. Мы поддержали стремление городской власти нарастить мускулы, создать опорную базу муниципального пассажирского транспорта.
Но решение этой острой проблемы, конечно, требует более комплексного формата. Важной и первоочередной задачей 2018 года для мэрии города считаю формирование пакета нормативных документов муниципальной целевой программы по развитию пассажирского транспорта до 2020 года, схемы безопасности дорожного движения и схемы пассажирских маршрутов. Все эти документы должны быть вынесены в публичное пространство, пройти широкое общественное обсуждение и утверждение депутатским корпусом. Карта пассажирских маршрутов КЗУ должна быть максимально доступной в виде электронного приложения, туристических буклетов, схем, плакатов на автобусных остановках, в самих автобусах. Современная система организации пассажирского транспорта немыслима без цифровых технологий. Контроль за работой перевозчиков, учет пассажиров и их безопасность должны осуществляться на новом технологическом уровне. Все звенья пассажирских перевозок должны быть объединены единой диспетчерской службой и системой ГЛОНАСС. В этом году столичные власти приняли решение о создании муниципального предприятия Кызылгортранс как опорной базы организации пассажирских перевозок. Решение наверняка оправданное, но принципы его работы должны соответствовать требованиям времени. Убежден, что государственно-частное партнерство является наиболее эффективным способом соблюсти баланс между государственным интересом и частной инициативой. Предприятие, с одной стороны, должно давать частным перевозчикам возможность быть полноценными участниками транспортного обслуживания, а с другой, предприниматели должны создавать необходимость неукоснительного выполнения договорных требований. Основные требования жителей – это регулярность городских маршрутов, замена «Газелей» на более вместительные и безопасные автобусы. На эти сигналы обязаны реагировать. Поручаю Министерству дорожно-транспортного комплекса совместно с мэрией разработать дорожную карту по обновлению муниципального автопарка и предложить эффективный механизм господдержки частных перевозчиков, готовых заменить свои «Газели» на полноценные автобусы. Со своей стороны мы готовы поддерживать и поддерживаем частные инициативы в транспортной сфере, но будем выставлять прочный заслон недобросовестным перевозчикам. Ведь речь идет не только о комфортности перевозок, а в первую очередь о безопасности людей. Отсутствие контроля порождает благоприятную среду для различного рода правонарушений. Так переполненные маршрутки стали удобным местом для карманников. За 10 месяцев текущего года рост краж составил почти 10%, в том числе краж сотовых телефонов почти на 40%. Сегодня основной вал преступлений дают именно кражи личного имущества. Поэтому наведение порядка в общественном транспорте, как видите, имеет многонаправленную силу, требует особого внимания. Хотел бы обратить внимание на работу транспортной инспекции, ГИБДД, которая обладает правом проверять все транспортные средства и в очередном порядке осуществляющие пассажирские перевозки. Интенсивность и эффективность ваших контрольных мероприятий напрямую влияет на состояние общественной безопасности. В транспортном комплексе функционирует большое количество инноваций. Спутниковой навигации, электронный контроль, интеллектуальные остановки и так далее. Поставить заслон правонарушений необходимо именно внедрением умных технологий. И над этим надо работать, искать механизмы привлечения частных инвестиций, разрабатывать целевые программы. Еще одна резонансная проблема – это организация межмуниципальных и межрегиональных пассажирских перевозок. К сожалению, профильное министерство и местные администрации до сих пор не навели порядок в этой сфере, не добились создания современной логистики перевозок. Этот сектор у нас находится в серой зоне экономики. Тем не менее, уверен, что в организации регулярных рейсов заинтересованы все органы власти, добросовестные перевозчики и, конечно же, пассажиры. Местные власти и профильное министерство должны заниматься созданием определенных условий на рынке транспортных услуг. Более того, чутко реагировать на изменения, которые возникают благодаря распространению современных технологий. Так, в отсутствии регулярных рейсов, пассажиры и водители нашли взаимовыгодный способ поиска друг друга через группу попутчики в социальных сетях. Реалии жизни сами подсказывают эффективные механизмы организации перевозок. Необходимо развивать их на рынке
легальных перевозок и дополнить государственными гарантиями безопасности. Очень важно Минтортрансу Республики во взаимодействии с местными администрациями провести тщательный анализ межмуниципальных пассажироперевозок, пассажироперепотоков, разработать схему межмуниципальных маршрутов и их паспорта. Отдельного внимания требует расчет экономически обоснованных тарифов и создание вокзальной инфраструктуры на местах. Транспортный сегмент всегда являлся одним из самых выгодных и доступных для большего количества людей видом бизнеса. Мы обязаны добиться того, чтобы эта сфера полную силу заработала на республику, на людей. Уважаемые коллеги, экономика нового технологического поколения дает нам совершенно иные возможности развития. Президент страны призвал совершить рывок в сфере развития цифровой экономики. Как отметил основатель Alibaba Джек Ма, через 30 лет интернет станет важнее нефти. Федеральным правительством уже определены конкретные направления, в частности, большая технологическая модернизация предполагается прежде всего в сферах образования и здравоохранения. Необходимо отметить, что целевые индикаторы оценки работы органов власти также скорректированы с учетом приоритетности развития цифровых технологий. В нашей республике к созданию опорной инфраструктуры для развития цифры во всех областях мы приступали 3 года назад. При поддержке Федерального министерства связи и Ростелекома в Туве была создана магистральная сеть волоконно-оптических линий связи. Сегодня связью последнего поколения пользуются жители столицы, таких крупных населенных пунктов республики, как Туран, Шаганрыг, Чадана, Акдаурак, Кызылмажалык, Самагалтай, Эрзин, Байхак. Общеизвестно, что цифровые технологии в корне меняют качество обслуживания, прежде всего в лучшую, доступную сторону. У нас тоже есть такие примеры, скажем, организация школьного питания в нескольких казахских образовательных учреждениях, в основе которой лежит цифровые технологии, позволяющие родителям через мобильное приложение контролировать меню ребенка, а сам ребенок не рассчитывается наличными за питание, а идентифицируется по ладошке. Родителям остается своевременно просто пополнять электронный кошелек. Другой пример. Современные технологии, которые применяются при проведении такой жизненно важной процедуры, как гемодиализ в Республиканском нефрологическом центре. Качество медицинской помощи и высокий стандарт обслуживания стал возможен благодаря тому, что весь процесс автоматизирован. Это, безусловно, требует качественно новых знаний персонала и существенно помогает пациентам. Внедрение новых технологий выгодно отличает Сбербанк России от других банковских структур. Надо заметить, что освоение новых сервисов со стороны потребителей тоже идет высокими темпами. По оценкам экспертов, порядка 70% жителей республики уже пользуются различными электронными сервисами. И это происходит по оценкам тех же экспертов во многом благодаря новым технологиям Сбербанка. Хотелось бы пожелать нашему ведущему банку активного продвижения своей новой технологической работы, прежде всего в глубинку республики. Министерству экономики необходимо быть активнее по выработке совместных программ со Сбербанком. Внедрение цифровых технологий способно кардинально изменить ситуацию в том или ином секторе бизнеса. О чем свидетельствует, например, успешное развитие Яндекс.Такси, в том числе в Кызыле у нас уже. Широкая практика использования электронных сервисов в системе государственных услуг также демонстрирует успешность этих технологий. По сути, созданная в республике система многофункциональных центров задала новый формат общения населения с властью. И чем больше услуг государства будет переведено в электронный вид, тем больше исключаются такие факторы, как коррупциогенность, утомительные очереди и так далее. Считаю важным поддержать доказавшую свою эффективность практику онлайн-видеонаблюдения. Органами управления любого уровня не надо бояться такого режима работы. Практика регулярной видеоконференц-связи с районными администрациями, которая установилась в правительстве республики, увеличила мобильность у нас, оперативность принятия решений. Дальнейшее логическое продвижение этих технологий, при котором руководители муниципальных органов и органы исполнительной власти будут находиться в доступном онлайн-режиме, вполне оправдано. Прошу соответствующие структуры аппарата правительства внедрить такую практику.
Сегодня очень популярны всевозможные оценки качества услуг с применением интернет-технологий. Считаю, что эта практика должна у нас повсеместно внедряться в сфере услуг, в больницах, поликлиниках, в школах, в транспортной сфере. Книга жалоб и предложений должна быть заменена удобным электронным сервисом в один клик. Поручаю Министерству информатизации и связи развивать подобные сервисы и провести республиканский конкурс на лучшие предприятия и учреждения, внедрившие электронные сервисы по оценке качества услуг. Практика показывает, что муниципальные власти пока не идут на активный диалог с населением. Как правило, жители села начинают напрямую обращаться с жалобами в республиканские органы. Между тем уверен, что именно местное самоуправление должно быть наиболее ближе всего к населению. Руководители должны знать оценку населением своей деятельности. Поручаю Министерству информатизации и связи, Центру информационных технологий Республики Тыва разработать специальный ресурс, на котором организовать народный рейтинг руководителей муниципальных районов и руководителей республиканской исполнительной власти. Прошу своего заместителя Максима Викторовича Тунева провести координацию исполнения поставленной задачи. Наличие современных каналов связи позволяет нашим далеким селам выйти на информационный простор интернета посредством мессенджеров. Например, интернет-услуги позволили жителям Авюрского Чаасура общаться с внешним миром посредством популярного вайбера. При том, что до недавнего времени в селе никогда не было связи ни в советское время, ни потом, ни стационарной телефонной, ни мобильной. Есть замечательный пример подключения к интернету жителей села Акташ, Аксабарлык, Байтал, Кызылтай в рамках муниципального частного партнерства. У нас очень большие надежды на наше родное предприятие Тыва-Связь-Информ, которое ставит перед собой задачи развития своей сети с учетом интересов жителей далеких сел. Мир стал ближе, ярче и мобильнее. Интернет позволяет продемонстрировать свою сплоченность и достигать результата. Я благодарен всем землякам, которые дружно поддержали своими голосами детский фольклорный коллектив «Эртене» на всероссийском конкурсе талантов «Синяя птица». Ребята с детства на своем опыте познали, что значит поддержка всей Тувы. Таких примеров поддержки можно привести много. На этом построено много интернет-проектов, в том числе волонтерские, благотворительные проекты. Очень хочется, чтобы в объявленный Владимиром Владимировичем Путиным год добровольца и волонтера общественная активность нашей молодежи возросла в десятки раз. 2017 год в Туве был объявлен годом молодежных инициатив. И мы все стали свидетелями замечательных молодежных акций. Сыновья Тувы, построившие лестницу трезвости на горе Туге, волонтерское движение «Добрые сердца Тувы», креативная команда Тува-2030. Благодаря мессенджеру стало возможным превратить инициативу в реальную действующую помощь. И это воплотило в жизнь интернет-сообщества «Дорога помощи». Я хотел бы поблагодарить молодежные команды профессионалов, врачей, учителей, ученых и спортсменов, которые активно занимаются реальными, добрыми и полезными делами во благо народа Тувы. Спасибо вам за это. Благодаря цифровым технологиям мы стали по-другому относиться к таким понятиям, как расстояние и преграды. Они перестали существовать в привычном смысле этих слов. Это особенно актуально для нашей республики, которая всегда находилась в естественной изоляции и труднодоступности. Хотя нам есть чем гордиться, есть что показать и есть чем удивить. Добраться до реальной Тувы непросто, но цифровая Тува может прийти к любому гражданину мира, туристу и путешественнику в любой момент времени, в любой точке мира. Есть два подхода к созданию образа цифровой Тувы, каждый из которых очень важен для нас. Нельзя не использовать для информационной доступности республики глобальные многоязычные интернет-ресурсы, такие как Википедия, Яндекс.Карты, всемирные туристические ресурсы. И в этих электронных универсальных мировых энциклопедиях обязательно должна быть представлена наша родная Тува. Статьи о выдающихся людях, живописной природе, достопримечательностях, нашей уникальной культуре, истории, современной жизни.
Такие площадки позволяют рассказать о нас всему миру. И я рад, что этой работой уже начала заниматься группа молодых инициативных ребят при поддержке нашей национальной библиотеки имени Пушкина. Второе. Считаю, что работу по продвижению Республики Тыва в виртуальном пространстве необходимо поставить на системную основу. В этих целях в рамках имеющейся структуры органов исполнительной власти и подведомственных организаций считаю необходимым образовать агентство «Цифровая Тыва», которое занялось созданием информационных и виртуальных ресурсов республики. В частности, агентство должно разработать и внедрить информационно-аналитическую систему «Гость Тывы». Это очень важный вспомогательный ресурс для развития туризма. Информационная система должна содержать всю необходимую информацию о Тыве, а также предлагать потребителям самые различные сервисы. От сервисов обслуживания и лояльности до сервисов безопасности и обратной связи. Все должно быть устроено таким образом, чтобы приезд, пребывание, общение, отдых и отъезд наших гостей были максимально комфортными. Развитие туризма как одно из основных экономических драйверов является приоритетным направлением работы правительства. Мы провели масштабные мероприятия, включающие модернизацию аэропортового комплекса, повышение категорийности основных транспортных артерий западной части, в том числе республики, ввод гостиниц высокого класса, создание морловодческого хозяйства. Все эти меры закладывают основу для развития туристических кластеров, основу для того, чтобы наши достопримечательности, уникальная природа, самобытная культура начали приносить дивиденды жителям республики, естественно, при наличии их собственной деловой активности. В правительстве республики создан проектный офис «Гость Тывы», который будет заниматься координацией и внедрением новых туристических продуктов. Но хотел бы обратить особое внимание на то, что раскрытие туристического потенциала республики должно приносить максимальную выгоду ее жителям, раскрывать в свою очередь хозяйственный и производственный потенциал конкретной территории. Если говорить проще, то туристический бизнес должен привлекать местных охотников, проводников, стимулировать производство, прежде всего производство натуральной продукции, дикоросов, сувениров, задействовать уникальность традиционных животноводческого хозяйства и так далее. Для этого должны быть разработаны прозрачные и понятные механизмы взаимоотношений с теми, кто непосредственно предоставляет туристические услуги. Например, охотничьо-рыболовный туризм в силу своей специфики может стать очень выгодным сегментом экономики. Но это очень сложный вид туризма, который предполагает необходимость получения различных лицензий на охоту, рыбную ловлю, ввоз оружия, вывоз трофеев, связан с определенным риском по безопасности туров, с высокой социальной ответственностью за использование, охрану и воспроизводство природных ресурсов. Продуманность и прозрачность предоставления услуг в этой сфере должна быть подкреплена четкой и ясной нормативной базой. Условия договоров и соглашений не должны устанавливаться в тиши кабинетов ответственных лиц, а быть доступными для всех, кто интересуется этими вопросами. И самый оптимальный вариант, конечно, предоставлять данные государственные услуги в жестко заданном электронном формате. Государственная политика в сфере развития туризма должна быть понятной и ясной. Мы не можем допустить ситуации, при котором природные богатства будут бездумно потребляться. Мы с вами в ответе за природу и в ответе за интересы своих земляков. Уважаемые депутаты, среди основных приоритетов 2018 года считаю очень важным сделать акцент на развитии малых сел.
по-хорошему. Сельчане теряют свой самый дорогой экономический ресурс – землю и пастбище. Возможность жить в экологически чистой среде, традиционный образ жизни, свои духовные связи. Навряд ли город может компенсировать такие потери. Миграционный перекос в пользу города, который сейчас формируется в республике, требует кардинальных решений. Надо признать, что мы немало сделали за прошедшие годы. Увеличили финансирование села в десятки раз. Постарались поднять престиж чабанского труда. Праздник животноводов на дом получил государственный статус. При активной поддержке сельчан реализуются уже упоминавшиеся народные проекты. В этом году успешно реализуется программа по сельским клубам. Настало время усилить, точнее сказать, восстановить инфраструктуру малого села. Общее пространство жизни, в котором сельский житель может реализовывать свои основные потребности, получить качественное образование, доступное медицинское обслуживание, интересный досуг, заняться спортом и, самое главное, иметь возможность заработать на достойную жизнь своей семьи. Работа огромная, не на один год, но ее необходимо начинать. Поручаю правительству республики создать проектный офис и сформировать проект. Предлагаю назвать его «Село, в котором я живу». Проект должен быть рассчитан как минимум на 5 лет. Для начала нужно провести анализ, выявить проблемы и их причины, найти тонкие места, на народных сходах провести откровенный разговор. Как предполагает проектный подход, мы должны зафиксировать стартовые условия по основным параметрам, среди которых базовые экономические показатели села, демография, миграция, здоровье и качество образования. Эти параметры должны легко измеряться, их не должно быть много, не более 5-7. А потом всем селом утвердить конкретный план действий или программу развития села. Именно эти программы и их реализация лягут в основу нового проекта. Правительством мы приняли решение установить кураторство над селами министерств и ведомств республики. Не менее важным мне представляется участие в новом проекте депутатского корпуса республики, начиная от местных уралов представителей до парламента Тувы. Уважаемый Кангол Тимурович, прошу вас возглавить координацию этой работы, сформировать для каждого малого села действенную и эффективную группу кураторов из числа депутатов, администраций, общественных организаций, особенно молодежных научных учреждений. Задача этих групп – помочь сельчанам разработать программу развития их сел. Поэтапная реализация этих программ должна быть подкреплена многоканальным финансированием. В условиях ограниченности бюджета важно уметь консолидировать и концентрировать средства, направлять их на конкретные дела. Для этого нам важно задействовать все возможности, которые дают нам целевые государственные программы. Например, субсидии на поддержку молодежных бизнес-проектов, сокращение безработицы, гранты на поддержку местных инициатив, социально значимых сельских проектов, строительство жилья на селе. Со стороны правительства поручаю координацию этих действий своему первому заместителю Аргане Даржуевне Нацак, возглавляющий региональный проектный офис. Было бы здорово, если бы к этой работе подключились федеральные наши коллеги. Налоговики, пенсионный фонд, Росреестр, Федеральная кадастровая служба, пограничная служба, МВД. Реальным механизмом такого межведомственного взаимодействия могут стать совместные комплексные выезды на места мобильных бригад для определения дорожной карты. Поручаю региональному проектному офису совместно с Министерством информатизации и связи республики приобрести специализированную технику, оборудованную каналами связи для формирования многофункционального мобильного офиса. 2018 год должен стать стартовым в реализации нового проекта «Село, в котором я живу». И в качестве отправной точки я предлагаю объявить конкурс среди малых сел на лучшие народные инициативы. Самое главное, что эти инициативы должны объединять общим делом как можно большее количество односельчан. Это может быть народным проектом по созданию сельскохозяйственного или потребительского кооператива, народной артели, организация освещения и благоустройства села, строительство спортивной площадки, дома для врача или учителя, открытие творческой студии, гостиницы для туристов. Вариантов здесь множество.
Сельские инициативы должны пройти муниципальный отбор. Презентация лучших из них на республиканском уровне должна быть приурочена к празднику весны и труда 1 мая. 10 лучших народных инициатив получат прямую финансовую поддержку в рамках инициативного бюджетирования в объеме не менее 2 миллионов рублей. При этом обязательным условием должно стать софинансирование из муниципального бюджета в размере 10% и вклад граждан в размере 1%. Кто лучше самих жителей знает, что в первую очередь необходимо для родного села? Органы власти могут написать сотни программ, и их неоднократно писали. И зачастую получалось так: программа отдельно, а реальная жизнь отдельно. Отсюда и финансирование по численности населения. И это очень неэффективно. Потому-то так важно бережно относиться к инициативам людей. Я всегда искренне радуюсь каждой такой инициативе и с большим удовольствием привожу их пример. Так недавно я был в селе Чаасур Аверского Кожуна. Там известный борец, глава поселения Седендамба Ченол Тюлишевич, на собственное средство строит борцовский зал. Уже возвел каркас. Мы поможем обязательно ему завершить строительство, чтобы ребятишки, которые сегодня по его же инициативе занимаются борьбой в детском саду, завтра могли прийти уже в новый борцовский зал. Еще один пример. Жители села Чалкежик Чайдыхольского Кожуна не стали никого ждать, а методом народной стройки начали возводить новый клуб. Их мы уже тогда поддержали, и сегодня в селе уже новый клуб работает. Стадион в Верзине тоже начинался как народная стройка, и эту инициативу мы решили поддержать, направили бюджетные средства на футбольное поле с искусственным покрытием, и в этом году мы его справили. Точно так же и в Шаганарыге. Инициативностью мы все можем поучиться у наших славных старообрядческих сел, например, Сизима. Семья Константина Прокопьевича Рукавицына построила мост через приток Енисея. Он соединил села Ужеб и Сизим. Константин Прокопьевич также каждый год грейдирует дорогу к своему селу. А в целом жители села Сизим успешно провели этим летом второй уже фестиваль русской культуры на Малом Енисее и уже готовятся к следующему. Заготовили целебные травы, ягоды, подготовили лодки для туристов. Молодцы. Дорогие земляки, Тува всегда славилась историей малых своих сел, крепкими животноводческими традициями. И сегодня сельское хозяйство республики продолжает оставаться гарантом стабильности и благополучия почти половины наших жителей. Не только селян, но и жителей городов. Мы не можем допустить ослабления позиций села. Предлагаю 2018 год объявить в республике годом развития малых сел Тувы. Уважаемые земляки, коллеги, главным событием 2018 года станет избрание президента Российской Федерации. Мир сегодня меняется стремительно. Если вспомнить все президентские выборы, то они проходили в совершенно иных условиях и в иной обстановке, чем сегодня. Выборы 2018 года должны стать нашим консолидированным ответом на новые вызовы времени, которые требуют особой мобилизации общества, сохранения стабильности, ускорения поступательного развития страны. Каждый из нас является современником важной эпохи в истории России, эпохи Возрождения, эпохи преодоления безвремения, эпохи возврата утраченных позиций, эпохи строительства новой, сильной и современной России, России, устремленной в будущее. Необходимо сохранить все лучшее и двигаться вперед. Благодаря единству и сплоченности, благодаря нашим гражданам, благодаря нашим лидерам и героям. Россияне хорошо понимают и чувствуют те качества лидеров, в которые сейчас мы наиболее нуждаемся. Это патриотизм, любовь к отчизне, понимание проблем простых людей, сила и надежность. Для нашей республики сохранение этих условий особенно важно. Нам предстоит продолжить реализацию многих жизненно важных проектов. Любовь к своей малой родине, патриотизм, целеустремленность, созидательная энергия нашего народа, помноженная на большие и малые дела, инициативы власти и народа перемолят все трудности и вызовы. Сохраняя наш позитивный заряд на развитие, как говорил на столетие единения Тувы и России Владимир Владимирович Путин, все преодолеем
и победим. Спасибо.